В городе Удачном Мирнинского района ветераны комбината и Амакинской геолого-разведочной экспедиции встретились с директором горно-обогатительного комбината. Говорили о новых методах перевозки руды и перспективах открытия алмазных месторождений. Анна Потах продолжит тему. Ветеранов компании «Алроса» интересовало, как развивается Удачнинский горно-обогатительный комбинат и сам город. Беседа была долгой. Александр Махрачев в адрес гостей и бывших коллег, которые сегодня на пенсии, произнес немало теплых слов. Поблагодарил за прочный фундамент, который они в свое время заложили в развитие и процветание горно-обогатительного комбината. Но главной темой разговора стала разработка подземного рудника «Удачный». Было принято решение о том, что мы провели конкурс между институтами на разработку регламента для подземных горных работ. Мы пригласили 4 института. Выслушав директора, у ветеранов появились предложения. Одно из них – использовать дирижабль для перевозки руды из карьера Зорницы на фабрику номер 12. Александр Махрачев пообещал изучить этот вопрос. Немного с опозданием на встречу прибыли ветераны Владимир Щукин, первооткрыватель трубки «Удачная», и Валентин Кривонос, первооткрыватель Батуобинского, Нюрбинского месторождений и россыпей Молода. Они друзья вот уже 50 лет. Вместе начинали работать в тайге, теперь, выйдя на пенсию, вместе отдыхают в Крыму. Они оба в свое время были начальниками Амакинской геолого-разведочной экспедиции. В том числе благодаря этим геологам в Якутии открыто так много алмазных месторождений. Валентин Кривонос, например, и сейчас делает положительные прогнозы. Вообще в открытых полях уже почти все открыто, все найдено. Остаются закрытые поля трапами вот этими вот, юрскими отложениями. Кстати, вот Батуобинская, Нюрбинская, не потолще Юры, где-то 80-70 метров обнаружили посредством бурения. На севере чтят и помнят все подвиги прославленных амакинцев. А они, в свою очередь, признаются, что просто работали на благо Родины.